Доброе утро, уважаемые друзья! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира мы предлагаем вам, дорогие друзья, обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня, 4 декабря, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных Улусах минус 11, минус 22. Днем ожидается минус 10 и минус 21 градус. Заречье утром минус 12, минус 22. Днем ожидается минус 11, минус 20 градусов. Южные Улусы утром минус 12, минус 15, а днем минус 11, минус 13. Вилюйские Улусы минус 10 утром и днем минус 10, минус 11. Нижнеленские Улусы утром минус 16, минус 20, днем минус 18, минус 19. Западные Улусы минус 9, минус 11 утром и днем минус 9, минус 11 также. Колымо-Индигирские Улусы утром минус 26, минус 32, а днем ожидается минус 26, минус 34 градуса. Янские Улусы утром минус 25, минус 27 и днем минус 25, минус 28. Северо-западные Улусы минус 12, минус 16 утром и минус 12, минус 19 днем. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 21 градус. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается минус 13, минус 15 градусов. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы хотим передать слово нашим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о самых главных новостях региона и страны на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. Доброе утро, это Якутия-24, вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. На территории Якутска и Мегино-Кангаласского района открыта ледовая переправа через Лену по направлению Хатасы-Павловск для транспорта с массой до 3 тонн. Приемка объекта состоялась накануне комиссии по контролю проверки грузоподъемности и техосвидетельствования переправы на льду. На дороге задействуют 2 основные полосы движения и 1 резервную. Открытие проезда по ледовому зимнику для автомобилей с массой уже свыше 3 тонн будет поэтапным по мере нарастания толщины льда. Для соблюдения норм безопасности Управление автодорог республики организовало на берегах реки круглосуточную работу пунктов весового контроля и видеофиксацию. Лекарственные препараты, предназначенные для бесплатного лечения амбулаторных больных, поступают в медицинские учреждения республики. Набор лекарств по утвержденной схеме лечения получают пациенты с лабораторно или клинически подтвержденным диагнозом COVID-19. Лечащий врач передает данные о нуждающихся в препаратах пациентах в поликлинику для формирования реестра доставки лекарств. Пациент дает согласие на получение амбулаторной медпомощи и о соблюдении режима изоляции. В списке лекарств также числятся антивирусные и антибактериальные препараты. В августе этого года по поручению главы Айсена Николаева Якутия одним из первых регионов в России начала закуп лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Изменились правила выплаты ежемесячной пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Во-первых, если раньше в состав семьи для расчета среднедушевого дохода входили супруги только в браке, то сейчас начали учитывать и тех родителей, которые не состоят в браке, но тем не менее воспитывают детей. Во-вторых, в перечень доходов семьи, которые не учитываются при исчислении дохода, добавлены все виды материнского капитала. Это федеральные, региональные и республиканские капиталы на 3-го ребенка. Эти суммы больше не учитываются в доходе семьи. Кроме того, граждане больше не будут подавать документы по истечению 1 срока. Сейчас внесены изменения в плане того, что он уже заявление не будет подавать, а это будет сведения, подобные сведения, они будут в рамках межведомственного информационного взаимодействия, соответственно, гражданин уже не подает заявление. То есть это органы социальной защиты населения сами будут истребовать эти документы.
Большинство бюджетных мест по медицинским специальностям в российских вузах останутся целевыми в 2021 году. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Студенты-целевики поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее 3 лет в организации, которая его направила. Дополнительное профессиональное обучение планируют организовать для 1000 бойцов студенческих отрядов в будущем году. Эта цифра больше показателей текущего года в 2 с лишним раза. В этом году было обучено более 400 человек, сообщил руководитель штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Айсен Соловьев. По его словам, в декабре начнется пробное обучение 20 человек. Оно должно пройти при поддержке регионального центра опережающей профессиональной подготовки совместно с СУЗами Якутии. Онлайн-фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее» стартовал на базе Якутского финансово-экономического колледжа. Это мероприятие, которое призвано помочь школьникам и родителям решать проблемы планирования семейного бюджета, защиты от финансового мошенничества, также научить детей ценить деньги. Фестиваль будет в дистанционном формате проходить до 10 декабря. Организаторы сообщают, что для проведения фестиваля создана цифровая платформа, которая объединит участников различных возрастов для участия в 50 мероприятиях разного формата. Финансовая грамотность, безусловно, является одной из основ развития и самого человека, и его семьи, а в целом, значит, и общества. Мы понимаем, что чем более грамотно общество в целом, как образование, и еще одним из элементов, безусловно, является финансовая грамотность. Ведь любой бюджет, если говорить как Министерство финансов, любой бюджет страны, города, региона, он складывается в том числе из понимания, как составляется бюджет так называемого домохозяйства, то есть семьи. Замруководителя оперативного штаба республики Ольга Балабкина дала разъяснение об ограничениях при проведении новогодних корпоративных мероприятий. Вице-премьер напомнила о том, что указом главы Якутии Айсена Николаева в предприятиях общественного питания запрещено проведение мероприятий с участием групп более 15 человек. Кроме того, действуют особые требования Роспотребнадзора по площадям и социальному дистанцированию. Таким образом, корпоративные новогодние мероприятия необходимо планировать с учетом всех ограничений. Таковы новости к этому часу. Желаем вам удачного дня, берегите себя и свое здоровье. Таковы главные новости к этому часу. Мы благодарим наших коллег и надеемся, что сегодняшний день, дорогие друзья, запомнится вам только положительными событиями. Ну а сейчас мы хотим предложить вашему вниманию нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, мы узнаем из следующего материала. У овнов сегодня день не самый простой, но все же достаточно удачный. Постарайтесь провести его с пользой. Прежде чем взяться за дело, убедитесь, что для этого наступил подходящий момент. Иначе вы рискуете напрасно потратить много сил. Если вы не уверены в собственном опыте и интуиции, посоветуйтесь с людьми, которые не раз выручали вас. Тельцы. Если вы запланировали важные дела, не откладывайте их на вторую половину дня. Могут нарушаться какие-то ранее достигнутые договоренности. Постарайтесь сохранять спокойствие и будьте аккуратны в общении с близкими. Близнецам звезды советуют не спешить. Утром может показаться, что все против вас. Много времени отнимают пустые разговоры и споры. Часто из-за них не удается закончить работу в срок. Но пройдет несколько часов и станет очевидно, что ситуация не так плоха. А уж вторая половина дня будет редкость плодотворной. Беспокойный день у раков. Для вас сегодня особенно важно, чтобы все и у всех было хорошо. Но на это рассчитывать не приходится. Однако день все же не безнадежен. Звезды обещают порадовать приятным сюрпризом во второй половине дня. У львов отлично получается мечтать и витать в облаках, а вот реально оценить сложившуюся ситуацию не удается. Именно поэтому вы рискуете допустить ошибки. Лучший способ избежать этого – посоветоваться с людьми, мнению которых вы доверяете. Хорошие советы могут дать те, кто имеет лишь приблизительные представления о ваших делах.
Девы. Отличный день для деловых встреч и обсуждения рабочих вопросов. Может быть трудно сосредоточиться на рутинных, однообразных делах. В свободное время стоит повидаться с друзьями, они найдут способ вас порадовать. Весам не все дается легко, но вы сохраните оптимизм, и это правильно. Ситуацию можно изменить к лучшему, если постараться. Дайте волю фантазии. Вторая половина дня может порадовать вас неожиданными встречами и приятными знакомствами. У скорпионов день проходит очень плодотворно, и это ваша заслуга. Вы не согласны ни сидеть без дела, ни откладывать запланированное на потом, поэтому даже не в самых благоприятных отношениях предпочитайте действовать решительно. Настойчивость поможет преодолеть любые преграды. Стрельцы нервничают много, но в основном зря. Этот день сложится не так плохо, как может показаться с утра. Чем дальше, тем заметнее становится влияние позитивных тенденций. Сегодня вам предоставится шанс укрепить свои профессиональные позиции. У козерогов отличный день для общения с людьми, которые разделяют ваши деловые интересы, творческие увлечения или хобби. Можно узнать что-то полезное, получить хорошие советы или просто объединиться с теми, кто вам симпатичен и интересен. Не исключено то, что сегодня изменится ваш взгляд на какие-то привычные вещи. Водолеям сегодня не стоит рисковать. Осторожность, особенно в важных делах, сегодня очень важна. Сегодня у окружающих могут возникнуть к вам претензии. Старайтесь вести беседы максимально конструктивно. Рыбы. Старайтесь сохранять эмоциональное равновесие. Чем больше гибкости вы проявите, тем лучше. Не стоит тратить силы на борьбу с обстоятельствами, которые можно использовать в своих целях. Ну что ж, друзья, будем надеяться, что звезды будут вам сегодня сопутствовать, и вы добьетесь всех поставленных целей и задач. Ну и прежде чем перейти к основным темам сегодняшнего выпуска, мы предлагаем вам подборку интересных новостей. Итак, давайте начнем. Эксперты назвали признаки необходимости замены многоразовых тканевых масок. Первым сигналом, что маску пора выбрасывать, служат изношенные резинки, поскольку тогда защитная ткань не будет прилегать к лицу плотно, что значительно увеличит риск заражения. Также специалисты предостерегают от использования изделия с разрывами ткани, дырками и торчащими нитками. Через них вирус может проникнуть в организм. Также стоит утилизировать маску, если на ней после стирки остались пятна. Неважно, следы это от кофе или косметики. Эксперты также отмечают, что если через защитное изделие можно задуть свечку или увидеть пар от дыхания на холоде, то это значит, что оно изношено и пора от него избавиться. Тканевые маски следует надевать не более 30 раз после стирки. А вообще специалисты советуют давать предпочтение одноразовым медицинским маскам, поскольку у них пропускаемость инфекции на 30% ниже. Британские врачи назвали 3 эффективных способа, которые помогут быстро вылечить простуду. По словам специалистов, в первую очередь необходимо использовать спрей для горла. Он поможет стать защитным барьером от микробов. Исследования показали, что спрей может вдвое сократить продолжительность симптомов простуды и на треть сократить протекание болезни. Во вторую очередь врачи посоветовали принимать ахиноцею. По их словам, данное растение не дает размножаться инфекциям за счет содержания в составе макро- и микроэлементов кислоты, а также полисахариды. Третьим способом избавления от симптомов простуды эксперты назвали прием витамина С или употребление в пищу продуктов с ним. В это число входят цитрусовые, перец, брокколи, брюссельская капуста и картофель. Ну и в завершение о спорте. Обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допускает возобновление карьеры в случае предложения большого гонорара. Об этом спортсмен заявил в среду на специальной пресс-конференции. Нурмагомедов отметил, что он остается верным своему решению. Однако он уверен, что президент UFC Дана Уайт предложит приличную сумму, чтобы вернуть его на октагон. Если эта сумма составит порядка $100 миллионов США, то это его заставит задуматься. Напомним, Нурмагомедов объявил об окончании спортивной карьеры 24 октября, после того, как в 3-й раз защитил титул чемпиона в легком весе, победив американца Джастина Геджи удушающим приемом. В данный момент на счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Ну что ж, друзья, сейчас мы уйдем на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
Күнді сәргәх сақам сені жана. Эге бұл кым қағыты сұрыттараңғыт. Жоллақ соргула артық кызынар яры. Эге қанан кымнар әтін түспет мағын бәлі ғуналар. Бәяғыт өте санағытын ұран тұран кымы сұрыттарын. Сети магазинов ДНС. Черная пятница! С 24 ноября по 6 декабря. Успейте поймать смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S всего за 29 999 рублей и смартфон Oppo A91 всего за 15 999 рублей. ДНС больше, чем кажется. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндү Далбар хотун эдерген кысоғыттон, эрге сүттер кемче кейіттен, оғытун түйігер көтөк бүтиеттен, сенен сыллыр бәттен, үйнен сайдан тақсыр. Ах, сурыттар Далбар хотун сурналы. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Аксынни 30 күнігер ынбыкасаха ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірек супербилистері ойналар. One Toyota масына. Жекускайға 15 сыр участыға онтондатын сынала билистер. Ойнитуға кыттар матамир мағығын сертификаттара Жекускайға улустарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Энджиагар. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами вновь новый день. Мы работаем в прямом эфире. Друзья, как вы думаете, чем необычен сегодняшний день? А необычность 4 декабря заключается в том, что именно сегодня нужно успеть написать письмо, да непростое. А предназначено оно будет чудо-волшебнику. И кто же этот волшебник и почему нужно успеть написать письмо именно сегодня, мы узнаем из следующего сюжета. Доброе утро! Сегодня 4 декабря, и этот день необычен тем, что именно сегодня можно заказывать подарочки у Деда Мороза. Сейчас только утро, поэтому у вас есть целый день, чтобы придумать, что бы вам заказать на Новый год. Никто, наверное, не будет спорить, что каждый ребенок, а часто и взрослый, мечтает об исполнении самых сокровенных желаний. Так хочется, чтобы просьба была услышана, и в новогоднюю ночь под пушистой лесной красавицей лежал заветный подарок. В календаре для этого случая отведена даже особая дата – 4 декабря. Ведь именно на этот день приходится праздник заказа подарков Деду Морозу. Запомните ее и обязательно заказывайте подарок. Отмечают этот праздник почти во всех странах мира, а это значит, что вера в чудеса жива. Начиная с 4 декабря почтовые отделения оказывают нестандартную услугу, отправляют письма, адресованные седовласому чудотворцу, Деду Морозу. Для них даже отводятся специальные ящики, чтобы они случайно не затерялись. По статистике, только в России Дедушка Мороз ежегодно получает более 500 тысяч рукописных посланий, и примерно столько же ему приходит на адрес электронной почты. Почему же для праздника была выбрана именно эта дата? Все просто. Письма, отправленные 4 декабря, гарантированно успевают попасть к адресату до боя курантов. А значит, он успевает прочитать послание и исполнить мечты детей, взрослых в жизнь. Чтобы в новогоднюю ночь ожила сказка и под вашей елочкой оказались новогодние подарки в яркой обертке, не забудьте написать свои желания на листке. Такой вот замечательный сюжет. Продолжаем заряжаться новогодним настроением. Друзья, успевайте написать письмо, и, как отметил юный автор этого материала, у вас для этого есть целый день. Ну, а мы, друзья, идем далее. Вчера в Якутске состоялась премьера документального фильма Милы Кудряшовой под названием «Мой личный дракон». Эта картина повествует о неутомимых искателях истины, которые по зову сердца отправились в палеонтологическую экспедицию. Подробнее об этом фильме и ходе его съемок смотрите в следующем материале.
Фильм «Мой личный дракон» снят в жанре креативной документалистики, в котором показывается работа экспедиции в Якутии по поиску останков динозавров. Вторая линия картины посвящена мистическому образу дракона в эпосе Аланхо. Дело в том, что, опять же, когда вам сказали, вот вам, что в Якутии есть динозавры, да, то есть какая была первая реакция? Поверить, не поверить. Я, например, первым делом не поверила, что на территории там, России есть динозавры, несмотря на то, что неплохо училась в школе. И когда у меня был первый эффект отторжения, я стала интересоваться этой темой, я стала изучать регионы, где есть палеонтологические раскопки, я стала интересоваться и документальным кино, и художественным кино, и поняла, что подлинная история героев Конан Дойла и Спилберга – это то, что меня интересует сейчас. Съемки длились на протяжении 3 лет и проходили в 3 регионах – Якутии, Санкт-Петербурге и Москве. Проект поддержан президентским грантом. Партнерами фильма выступили Министерство культуры и духовного развития, а также национальная вещательная компания «Саха». Поскольку мы попали в период пандемии, все наши мероприятия оказались в онлайн-варианте. Провели и мастер-классы с палеонтологами, задая вопрос исследователю. Провели интересный конкурс CGI рисунков, тоже под названием «Мой личный дракон». Провели также онлайн мастер-классы «Эпос и палеонтология». Потом у нас был конкурс «Назови имя стегозавра», поскольку специально к премьере фильма народный умелец Александр Файзель сделал скульптуру стегозавра сунтарского в натуральную величину, высота 4 метра, длина около 8 метров, ну, чтобы зрители могли представить, какие же динозавры бродили по территории нашей большой Якутии. И этому стегозавру наши, скажем так, интересующиеся этой тематикой, придумывали имя. И в конечном итоге теперь стегозавра зовут Сунтаврик. Дарья Ермолаева также отметила, что фильм рассказывает про заключительный этап экспедиции, которая проходила с 2017 по 2019 годы в Сунтарском районе Якутии, благодаря которой подтвердилось то, что на территории Якутии существовал Великий Сибирский рефугиум. Это место, поддерживающее изолированный биологический вид или группу видов, которые пережили неблагоприятный для них период геологического времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезли. Тот самый затерянный мир, который смогли отыскать в Якутии. Я сперва интересовался динозаврами, делал исследовательскую работу, и я познакомился с Петром Колосовым по интернету, узнал, что будут проведены экспедиционные работы на реке Тета, поехал на Харо встречать санкт-петербургских палеонтологов, и с этого я начал участвовать в этом фильме. Напомним, что наша компания является региональным обладателем телевизионной версии фильма. В скором времени вся республика сможет увидеть его в 3 сериях. А пока зрители могут посмотреть ленту в кинотеатре «Синема-центр» до 10 декабря. Друзья, успевайте посетить киносеансы фильма Милы Кудряшовой «Мой личный дракон». Как отметила моя коллега Катерина Винокурова, показ будет идти до 10 декабря. Друзья, ну а сейчас мы идем далее. Недавно на площадках Play Market и App Store стало доступно приложение под названием МЧС России. Эта программа призвана помочь сориентироваться людям в чрезвычайных ситуациях, а также сформировать культуру безопасного поведения в обществе. О других возможностях этого приложения мы поговорим с руководителем пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Ксенией Рахматуллиной. Итак, Ксения, доброе утро. Доброе утро. Итак, что за такое замечательное приложение было выпущено и в чем заключается его суть? Приложение МЧС России было выпущено специально как личный помощник для каждого гражданина. Дело в том, что век информации, да, мы заходим в интернет, заходим в поисковые строки, и мы получаем большой объем информации, которую в чрезвычайной ситуации, например, да, или при каком-либо происшествии человек не сможет быстро сориентироваться, куда ему перейти, какую информацию получить. А некоторые даже бывают, прописывают такие постулаты, что
для оказания первой доврачебной помощи вообще запрещается. Соответственно, наше ведомство разработало приложение, в котором каждый гражданин сможет по отдельному пункту посмотреть, проверить свои знания, изучить подробный материал по рекомендациям, да, по различным рискам. Вот, то есть это информация проверенная, достоверная, и он может ей руководствоваться в повседневной деятельности, также и в случае возникновения происшествия. Ну, действительно, тут самое важное, то, что это вся информация, весь материал, он предоставлен вот официально от МЧС. Да. Бывает такое, то, что действительно набьешь что-нибудь в Гугле, а источник-то сомнительный, да, и действительно при оказании первой помощи, наверное, полагаясь на сомнительные источники, можно скорее навредить, нежели чем помочь. Ну, давайте, собственно, откроем это приложение и посмотрим, что же у нас появляется в главном меню. Мы знаем то, что есть там 3 главных пункта, да? 3 главных пункта у нас есть, ну, вообще мы назовем их 6. То есть первый, да, это у нас рубрика «Что делать?». Вот, нажимаем сюда. Здесь у нас идут различные ситуации, которые с вами могут произойти. То есть особенности нашего региона, это у нас горит лес, например. Здесь человек должен выбрать, где горит лес и на каком расстоянии. То есть если мы рассматриваем первый вариант, да, рядом с домом, то есть это больше человек должен заранее подготовиться, естественно, да, когда у нас наступает пожароопасный сезон, да, и вообще различные риски, то есть период поводкоопасного периода и в период пожароопасного, то есть очень многим рекомендую как бы изучить эти материалы. Помимо этого, в этой рубрике «Что делать?» есть аудио. То есть не обязательно читать текст, то есть вы можете просто поставить, воспроизвести аудиозапись, заниматься своими делами. Как аудиокнигу, да, и слушать? Да, как слушать аудиокнигу. Да. Следующий раздел у нас идет «Первая помощь». Вот здесь мы должны выбрать, что происходит с человеком. Вот здесь задыхается, подавился, кровотечение, общее переохлаждение, оказать первую помощь, отравление, отморожение. То есть, в принципе, все самое основное, что может произойти с человеком и где вы можете ему помочь, не навредив, естественно. Вот. Дается вполне в простом виде, то есть картинка, показано наглядно и краткое описание, что необходимо сделать. Вот. Естественно, есть разница по ребенок, взрослый, то есть здесь тоже нужно определиться. Следующий раздел у нас это карта рисков. Ну, наверное, немногие знают, что у нас давно работает на наших площадках, то есть на официальном сайте МЧС России, на нашем региональном сайте «Атлас рисков». Вот. «Атлас рисков» – это та система, которая определяет, какие риски могут возникнуть на территории региона. То есть любой турист, любой желающий при отправлении, допустим, к нам в гости в республику, он может заранее посмотреть, что его ожидает. В данном приложении это его краткая версия, сжатая. То есть оперативный прогноз, мы выбираем вкладку. Здесь дается шкала. То есть по оперативному прогнозу территория нашей республики Саха-Якутия у нас не будет неблагоприятных, допустим, погодных условий, да, или риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вот. Ну, можем посмотреть по сравнению с другими регионами, да, где неблагоприятные условия, к сожалению, имеются. Ну, все предельно ясно, да, как действительно, как в пробках есть шкала, все удобно, графически оформлено. Ну что ж, мы также знаем, то, что в этом приложении есть еще и возможность проверить свои знания, вот как раз то, о чем вы говорили, да. Конечно, может такое случиться, что вот прямо сейчас нужно действовать, ну, а, конечно, хорошо, будет лучше, если вы будете готовы изначально. Для этого как раз-таки там тоже есть различные тесты. Ксения, большое спасибо, что нашли время, посетили нашу студию, рассказали об этом замечательном приложении. Мы желаем вам удачи в вашей последующей работе и надеемся, что приложение будет совершенствоваться и улучшаться. Ну, а, друзья, сейчас мы хотели бы предложить вашему вниманию сюжет. В годы Великой Отечественной войны в нашей республике одним из деятельных штабов сражающегося искусства был молодой союз советских якутских художников. Их немногочисленный отряд с первых дней войны выпускал плакаты, боевые листовки, сатирическую графику. Все это дело расклеивали на улицах города Якутска, а также отправляли в районы. Кстати, вот в Национальном художественном музее представлена как раз-таки экспозиция вот этих вот материалов. Давайте посмотрим сюжет. Сегодня мы познакомим вас с выставкой плакатов военного времени «Штыком фашиста-мародера». Военные плакаты – это как солдаты, бьющие точно в цель, очень метко.
и создавая такой образ негативный врага, сплачивая народ, рождая эмоции ненависти, гнева к врагу или наоборот эмоции любви к своей родине, на которую напал враг. У нас в республике с первых дней войны трудился молодой, талантливый союз художников под руководством Петра Петровича Романова. Они с первых дней войны стали выпускать боевые листы, листовки, плакаты сатирические, агитационные, которые печатались в газетах или развешивались по городу. То есть такие своеобразные окна ТАСС, только в якутских реалиях. И, конечно же, очень пользовались популярностью сатирические плакаты, которые высмеивали врага, представляли его в образе зверя, такими тщедушными, страшными. И вот на этом третьем фронте искусством сражались наши молодые, талантливые якутские художники. И хочется очень назвать их имена. Это Петр Петрович Романов, Лев Габышев, Иван Васильевич Попов, Михаил Носов, живописец Иннокентий Избеков и очень интересный художник Осипов Степан Филиппович. И вот отдавая дань их труду, и вот к празднованию, очередному празднованию Победы мы приглашаем всех жителей города посетить эту уникальную выставку плакатов военного времени. Друзья, мы вновь в эфире. С вами «Новый день». В студии работает Власий Сергеев. А впереди вас ждет еще много интересной информации. Так мы будем обсуждать очень интересную акцию под названием «От сердца к сердцу», а также поговорим об успехах представителей сборной Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу. Ну а сейчас, дорогие друзья, я хотел бы предложить вашему вниманию новости. Сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных событиях в республике и стране на сегодняшний день. Давайте посмотрим. Доброе утро, это Якутия-24. Вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. На территории Якутска и Мегино-Кангаласского района открыта ледовая переправа через Лену по направлению Хатасы-Павловск для транспорта с массой до 3 тонн. Приемка объекта состоялась накануне комиссии по контролю проверки грузоподъемности и техосвидетельствования переправы на льду. На дороге задействуют 2 основные полосы движения и 1 резервную. Открытие проезда по ледовому зимнику для автомобилей с массой уже свыше 3 тонн будет поэтапным по мере нарастания толщины льда. Для соблюдения норм безопасности Управление автодорог республики организовало на берегах реки круглосуточную работу пунктов весового контроля и видеофиксацию. Лекарственные препараты, предназначенные для бесплатного лечения амбулаторных больных, поступают в медицинские учреждения республики. Набор лекарств по утвержденной схеме лечения получают пациенты с лабораторно или клинически подтвержденным диагнозом COVID-19. Лечащий врач передает данные о нуждающихся в препаратах пациентах в поликлинику для формирования реестра доставки лекарств. Пациент дает согласие на получение амбулаторной медпомощи и о соблюдении режима изоляции. В списке лекарств также числятся антивирусные и антибактериальные препараты. В августе этого года по поручению главы Айсена Николаева Якутия одним из первых регионов в России начала закуп лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Изменились правила выплаты ежемесячной пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Во-первых, если раньше в состав семьи для расчета среднедушевого дохода входили супруги только в браке, то сейчас начали учитывать и тех родителей, которые не состоят в браке, но тем не менее воспитывают детей. Во-вторых, в перечень доходов семьи, которые не учитываются при исчислении дохода, добавлены все виды материнского капитала. Это федеральные, региональные и республиканские капиталы на 3-го ребенка. Эти суммы больше не учитываются в доходе семьи. Кроме того, граждане больше не будут подавать документы по истечению 1 срока.
Сейчас внесены изменения в плане того, что он уже заявление не будет подавать, а это будет сведения, подобные сведения, они будут в рамках межведомственного информационного взаимодействия, соответственно, гражданин уже не подает заявление. То есть это органы социальной защиты населения сами будут истребовать эти документы. Большинство бюджетных мест по медицинским специальностям в российских вузах останутся целевыми в 2021 году. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Студенты-целевики поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее 3 лет в организации, которая его направила. Дополнительное профессиональное обучение планируют организовать для 1000 бойцов студенческих отрядов в будущем году. Эта цифра больше показателей текущего года в 2 с лишним раза. В этом году было обучено более 400 человек, сообщил руководитель штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Айсен Соловьев. По его словам, в декабре начнется пробное обучение 20 человек. Оно должно пройти при поддержке регионального центра опережающей профессиональной подготовки совместно с СУЗами Якутии. Онлайн-фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее» стартовал на базе Якутского финансово-экономического колледжа. Это мероприятие, которое призвано помочь школьникам и родителям решать проблемы планирования семейного бюджета, защиты от финансового мошенничества, также научить детей ценить деньги. Фестиваль будет в дистанционном формате проходить до 10 декабря. Организаторы сообщают, что для проведения фестиваля создана цифровая платформа, которая объединит участников различных возрастов для участия в 50 мероприятиях разного формата. Финансовая грамотность, безусловно, является одной из основ развития и самого человека, и его семьи, а в целом, значит, и общества. Мы понимаем, что чем более грамотно общество в целом, как образование, и еще одним из элементов, безусловно, является финансовая грамотность. Ведь любой бюджет, если говорить как Министерство финансов, любой бюджет страны, города, региона, он складывается в том числе из понимания, как составляется бюджет так называемого домохозяйства, то есть семьи. Замруководителя оперативного штаба республики Ольга Балабкина дала разъяснение об ограничениях при проведении новогодних корпоративных мероприятий. Вице-премьер напомнила о том, что указом главы Якутии Айсена Николаева в предприятиях общественного питания запрещено проведение мероприятий с участием групп более 15 человек. Кроме того, действуют особые требования Роспотребнадзора по площадям и социальному дистанцированию. Таким образом, корпоративные новогодние мероприятия необходимо планировать с учетом всех ограничений. Таковы новости к этому часу. Желаем вам удачного дня, берегите себя и свое здоровье. Что объединяет самых стильных людей города Якутска по будням с 12:00 до 16:00. Обеденный перерыв в крыше. Присоединяйтесь. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. Утун Плюс. Всегда больше, чем просто дом. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано ширь земли и равнина морская. Но известно давно, бескорыстная дружба мужская. Звони каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. И как поют соловьи, полумрак, поцелуй на рассвете, и вершина любви – это великое чудо, дети. Вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят.
Мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли, нас защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках звучания гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Мы сейчас с большим удовольствием приступаем к следующей теме и говорить будем о здоровье. Ведь в наше, вот сейчас, в нынешнее время, здоровье важнее всего. Итак, в Якутии по инициативе Дома дружбы народов стартовала акция под названием «От сердца к сердцу». Благодаря этой акции каждый житель республики сможет выразить благодарность медицинским работникам красной зоны за их самоотверженность и титанический труд. Итак, обсудим эту акцию мы с нашим гостем. С большим удовольствием представляю вам организатора акции «От сердца к сердцу» Ольгу Аргунову. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить об этой акции, вот, что же вообще нужно сделать, чтобы стать участником этого мероприятия? Угу. Ну, во-первых, для того, чтобы стать участником акции, надо в срок с 3 по 15 декабря 2020 года отправить на определенный электронный адрес «Спасибо медикам» видеоблагодарность. Видеоблагодарность может быть состоять из ваших стихов, из благодарности какой-то, истории, связанной с медиками, да? И на этот адрес мы отправляем видео. Видео может быть снято с помощью любой профессиональной или любительской видеотехники, а также на мобильный телефон. Хронометраж этого видео должен составлять 1 минуту. Ну, то есть основное требование у нас по хронометражу, да, 1 минута. Может быть, видео снято как на телефон, так и на профессиональное. Правильно. А вот что касается вот самого материала, да, как вы сказали, можно прочитать стихи, а можно просто рассказать историю, то есть не обязательно, нету никаких рамок, да, в этом плане, в творческом плане. Да. Хорошо, отлично. Ну и хотелось бы, да, напомнить телезрителям то, что прием этих самых работ у нас ведется до 15 декабря, правильно? Включительно, да, Да, правильно. включительно вот 15 декабря отправляем на адрес английскими буквами «Спасибо медикам @mail.ru». Итак, а вообще вот как появилась идея, как и когда появилась идея проведения вот данной акции? Ну, цель данной акции, знаете, в чем? Вот сейчас очень трудное время для всех нас, а особенно для медицинских работников. Они порой, получается, без перерыва на обед, без сна, без отдыха работают, титанически, правда, работают на износ. И поэтому, вот правда говорят, что добрые слова дороже богатства. Поэтому мы знаем, что по всему миру, по России проводятся такие акции, где люди выражают свою благодарность в какой-то, может быть, письменной форме. А мы решили вот именно в видеоформате собрать видеоблагодарности наших жителей. Ну, действительно, вот, никто же не ошибется, если скажет, что вот, сотрудники Красной зоны, они действительно на передовой. Да? Действительно, стоит их поблагодарить за их неустанный труд. А вот что касается этих материалов, вот, будет отправлено много материалов, где они будут потом представлены? Это вот тоже интересный вопрос. Все видеоматериалы, которые мы соберем, да, в этот период, будут объединены в единый контент, который мы потом все так грамотно оформим, озвучим, да, и потом все это будет тоже транслироваться на нашем сайте Дома дружбы народов, на инстаграм-канале и в средствах массовой информации. Ну вот Дом дружбы народов, да, вот всеми силами старается, поблагодарить, да, этих сотрудников, и как раз-таки в рамках всей этой акции мы знаем то, что в Доме дружбы народов в рамках пространства КОД, да, вот в студии будут приглашены, как я понимаю, сотрудники как раз-таки Красной зоны, и будет записано интервью. Вот. Мне интересно, вот по какому признаку будут, да, вот собраны врачи, как будете выбирать гостей и о чем будет идти речь? Ну, действительно, на базе Дома дружбы народов недавно состоялось открытие креативного пространства КОД. КОД — это означает коммуникабельные, открытые, динамичные. Это получается такая площадка, где мы будем собирать людей разных профессий, разных возрастов, независимо вообще от никакого социального положения, будем разговаривать на разные темы. А что касается именно этой акции, именно вот на эти прямые эфиры, кстати, у нас проходят каждый четверг в 19 часов на платформе Instagram. Прямые эфиры, да. И на эти прямые эфиры мы будем приглашать медицинских работников, именно, может быть, люди, которые больше всего озвучены в видеоблагодарностях.
Ну то есть участники акции «От сердца к Участники сердцу», акции, они, получается... Станут потом. Да, ну это как голосование, да, вот кто больше получит благодарности, у того больше шансов, да, появиться вот Нет, в ну прямом эфире. не обязательно. Но это, во-первых, может быть, но и потом мы сами тоже будем отбирать медицинских работников, сами будем тоже беседовать, да, с Министерством здравоохранения, кого мы можем пригласить на наши эфиры. Ну вот сбор... Они же все могут остаться, как бы, ну, получается, на передовой работают незамеченными. Ну вот еще также мы знаем то, что будет выпущен специальный календарь с изображением вот как раз-таки наших героев, да, героев нашего времени. Вот как будет сделан этот календарь? Ну, также по видеоблагодарности. Ага, и есть... в сотрудничестве тоже с Министерством здравоохранения. Ну что ж, Ольга, большое вам спасибо за то, что нашли время, да, и пришли к нам в студию, пообщались на эту тему. Действительно, занимаетесь очень хорошим делом. Я думаю, все наши телезрители с этим согласны. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов и хорошего дня. Ну, а мы, друзья, сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и будем говорить об успехах студентов в мини-футболе. Оставайтесь с нами. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве от застройщика. Успейте купить по ценам 2020 года. Хотите жить в столице? Звоните. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тударыт күндү ата. Далбар хотун эдерген кысоғыттон, эрге сүттер кемче кийиттен, оғытун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун суруналы. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Ақсыне 30 күніге ындықасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірейек супербилистері ойналар. One Toyota масына. Жекускайға 15 сыр участыға онтондатын сеныла билистер. Ойнитуға күттар матамер мағығын сертификаттара Жекускайға ұлыстарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті ән жиағыр. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Дорогие друзья, в эфире вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. В заключительном блоке мы будем говорить о спорте, а именно о мини-футболе. Ведь футзал во все времена являлся одним из самых массовых видов спорта у нас в республике. Им занимаются и в учебных заведениях, причем очень-очень успешно. Далеко за примером ходить не надо. Сборная Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу уже 4 года кряду входит в число призеров всероссийского проекта «Мини-футбол вузы». А это, на минуточку, друзья, самые престижные соревнования среди учебных заведений. О том, как же ковались эти медали, мы узнаем у главного тренера сборной СВФУ по мини-футболу Сергея Павловича Скрябина. Он сейчас с нами на прямой связи. Сергей Павлович, доброе утро. Доброе утро всем. Ну что ж, я предлагаю начать наш разговор, вот, вспомнив последний успех вашей команды. Вот, если я не ошибаюсь, в октябре вот, в Нижегородской области сборная СВФУ в очередной раз вошла в число призеров, завоевав бронзовые медали проекта «Мини-футбол вузы». Вот, совсем недавно это событие у нас произошло. Как оцените выступление своей команды вот, именно на этом розыгрыше? Ну, оцениваю выступление нашей сборной команды СВФУ удовлетворительно. Ну, можно сказать, хорошо. Так как состав у нас в этом году был хороший, и мы надеялись занять или первое, или второе место. Ну, так получилось, что заняли 3-е место. А так, конечно, доволен. Действительно, я, как и многие любители спорта, да, наблюдали за ходом выступления этой команды, вашей команды, да, сборной СВФУ. И хотелось бы отметить то, что в стадии группового этапа вашими студентами была обыграна команда Академии физической культуры и спорта, да, московской. И
Кстати, этой команде когда-то вы уступили, собственно, в финале, да, когда завоевали серебро. И в этой команде ведь играют ребята из Суперлиги, то есть это совсем, ну, такой высокий уровень, и обыграли эту команду. Очень хороший результат. Отметим для наших телезрителей то, что в активе сборной СВФУ за годы участия в этом проекте 3 бронзовые медали и 1 серебряная медаль. Я же прав? Да, правильно. Да. Ну что ж, превосходные результаты, действительно. Мы можем смело заявить то, что наш университет один из лучших в России. Сергей Павлович, и такой вопрос вам. В чем же секрет такой стабильности нашей команды? Этот секрет заключается в вашей работе? Или же такое поколение талантливое ребят? Или же просто мини-футбол вот подходит жителям Якутии, вот, по вашему мнению? Ну, по моему мнению, сейчас в данное время, можно сказать, идет, ну, уже где-то лет 5-6, где-то идет такой большой бум мини-футбола. И благодаря, я думаю, это мини-футбольному клубу «Заря», ну, еще «Алмаз» Мирный, когда выступал, все ребята, ну, у них большой был стимул. Играли ребята, ну, можно сказать, и местные ребята очень хорошо, сильно прибавляли. И попадали вот те или иные команды. Ну, сейчас в данное время «Заря», не знаю, перерыв идет или, надеюсь, в следующем году они заявятся. Вот. Это даст очень большой стимул молодым ребятам. Но действительно, благодаря вот таким командам мастеров, наш мини-футбол развивается. Да, действительно, республика нуждается вот в команде мастеров, чтобы ребята, в том числе и ваши подопечные, да, вот стремились, ну, к высшим результатам. Кстати, об этих ребятах, вот, кстати, герои вашей команды, герои сборной СВФУ, сейчас это Яник Самплей и Джулус Пестряков. Я почему говорю герои? Потому что они сейчас играют в чемпионате России среди команд высшей лиги. Вот Яник Самплей перебрался из Зари, мы, как уже сказали, да, Заря пока не участвует в высшей лиге, надеемся на следующий сезон. Яник Самплей по этой причине ушел в Липецкий ЛКС и сейчас успешно продолжает забивать там очень много голов. Что касается Джулустана Пестрякова, он играет за Норман. Или... Нет, за Волгарь. За Волгарь, да. Астраханская область. И вот как вы оцените вот своих ребят? Вот, я уверен, что вы следите за их выступлениями в высшей лиге. Да, конечно. Ну, Джулус очень, ну, в таком очень хорошем уровне сейчас находится. Ну, можно сказать, даже он очень себя неплохо чувствует уже в высшей лиге. Уже как бы и опыта набрался. Ну, а насчет Яника, ну, Яник уже звезда высшей лиги. В прошлом году был лучшим бомбардиром, а в этом году, ну, идет где-то на 4-м, на 5-м месте среди бомбардиров. Ну, как всегда, много забивает Самплей. Ну и говорим мы о ребятах, да, которые сейчас выступают в высшей лиге, но есть ребята, которые пока там не выступают. Вот, в вашем составе сейчас молодые ребята. Вот, как идет пересменка вот, поколений? Ну да, идет у нас, по сравнению с прошлым годом, идет уже, ну, молодые ребята подтягиваются, поступили. Сейчас вот буквально вот вчера начали первую тренировку после пандемии. Спасибо нашему руководству Северо-Восточного университета, что открыли, ну, пошли к нам навстречу и открыли спортивные объекты, которые находятся вне учебных заведений. Ну и получается, тренировочный процесс, он возобновился. И в каком режиме вообще сейчас ведется работа? И есть ли соревнования, ну, выездные, да, вот, ну, в ближайшее время? Ну, в ближайшее время выездных соревнований нету, и у нас в городе пока не проводится. Просто готовимся. Готовимся. Начали подготовку. Ну, мы надеемся, что в скором времени будет возобновлены соревнования вот среди местных лиг. Да? Мы знаем, то, что команда, как основная, так и дублирующая команда выступает на местных соревнованиях, ну, то есть практикуется. Да? Мы, конечно же, на это надеемся. Ну, мы знаем, что много студентов играли вот за Зарю. Да? Вот, сколько всего вот студентов вообще выступило в составе Зари? Вот примерно хотя бы. Ну, примерно где-то около 10 спортсменов выступили. Ну вот, да, действительно. Какие соревнования? Да, на соревнованиях самого высокого масштаба. Да. Ну что ж, Сергей Павлович, большое спасибо, что нашли время и пообщались с нами. Мы очень ждем от вас хороших новостей. Желаем вам и вашим ребятам дальнейших спортивных успехов и доброго вам дня.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом пришло время прощаться. Мы разговаривали с Сергеем Скрябиным, главным тренером сборной Северо-Восточного федерального университета. Он поделился с нами о ходе тренировок и, конечно же, пообщался с нами насчет их успехов. Успехи у них, конечно же, громкие, как мы уже сказали. 3 бронзы, одно серебро в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол вузы», который является самым престижным стартом среди учебных заведений. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Эфир продолжат мои коллеги и Саңа Күн. Оставайтесь с нами. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.